4 лауреата в 2 номинациях. Комиссия благотворительного фонда содействия межнациональному согласию имени Бекира Чобанзаде определила лучшие работы за 2017 год. У нас был долг за 2017 год, мы все номинантов не успели поздравить, не успели выбрать, у нас оставался последнее заседание, мы, к сожалению, его не смогли сделать. И вот мы на прошлом заседании уже определили всех номинантов, всех, кто получит сегодня премию, а фонд все это время продолжал работать. Из-за пандемии мы немножко приостанавливали, мы не могли торжественно вручить эти премии, потому что для ученых, для наших лауреатов это очень важно. Я думаю, что мы постепенно все это возродим. Есть возможности, есть ситуация, которая сегодня все поддерживает возобновление работы фонда на всех уровнях. В номинации за лучшее исследование в области истории, этнографии и искусства крымско-татарского народа, а также работы энциклопедического и библиографического характера было определено сразу 3 победителя. Олег Рустемов за книгу «Кадиаскерские книги Крымского ханства. Исследования, тексты и переводы». Валерий Сидоренко за труд «Монетная чеканка Крымского ханства» и Эльмира Черкезова за книгу «Крымско-татарские художники. Мастера декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Библиографический справочник». 4 поколения крымско-татарских художников, мастеров и архитекторов представлены там. 4 поколения – это свидетельство преемственности той, что я в юности еще поставила перед собой. Это как бы работа, может быть, всей жизни, так как огромное количество выставок было организовано за 30 лет. В номинации за лучшее исследование в области крымско-татарского литературоведения, фольклористики, а также литературно-критические работы премии удостоилась Ольга Гуменюк за книгу «Айтирда Агларом. Скажу та й заплачу. Кримсько-татарська народна емігрантська пісня кінця 18-19 століть». Впевнена, що людей, які намагаються заглибитися в дивовижний світ кримсько-татарського мистецтва, мови, літератури, фольклору, дедалі ставатиме все більше. А білих плям в такому яскравому, оригінальному, надзвичайному явищі, яким є кримсько-татарська культура, ставатиме дедалі менше. Благотворительный фонд имени Бекира Чобанзаде объявил о приеме работ на конкурс за период с 2018 по 2021 год. Уже в январе комиссия начнет отбор номинантов на премию фонда за прошедшие 4 года.